Экспозиция, новая экспозиция со старыми материалами, подлинными материалами, вот в двух больших залах открывается и приурочена к столетию революции. Вот, я думаю, немало посетителей пожелают увидеть эти подлинные материалы, окунуться в нашу историю. Вот, и вообще я должен сказать, что музей, наши музеи, который носит уже новое имя, красивое имя, Национальный музей Республики Дагестан, можно сказать так, что новая эпоха, новый период в его истории, и это новое здание, новое руководство в музее, новые экспозиции, и я думаю, что музей продолжит радовать дагестанцев и гостей нашей республики своими экспозициями, организацией новых выставок, конференций, как и сегодняшняя конференция. И добрый путь и успехов всему коллективу музея. Уважаемые коллеги, мы вас всех приветствуем в стенах Национального музея. В рамках подготовки конференции к столетию революции 17 года мы как-то по-разному обсуждали, подходили, и нами было принято решение эту выставку сделать именно здесь, в этих двух залах. Скорее всего, один зал мы сохраним, а второй зал будем еще обновлять. Поэтому те мероприятия, которые проходят сегодня, они очень знаковые для всей республики, для нас в частности. Здесь уже, как отмечалось, переименование нашего музея в Национальный музей все поддерживают, и мы постараемся максимум усилий приложить, чтобы интерес через Национальный музей у всего, скажем, дагестанского сообщества был максимальный. Хочу вам пожелать, чтобы вы приятно провели время, всех благ, удачи, всего самого наилучшего. Ну, говорят, театр начинается с вешалки, а здесь вы, может быть, не обратили внимания, музейная экспозиция начинается с плаката. Это потрясающий плакат, если вы обратите внимание, там, по-моему, в проеме афиша, да, висит, который выполнен в духе эпохи, очень оригинально, и как входишь уже в ощущение того, что ты вступаешь в определенную эпоху. Конечно, здесь потрясающие экспонаты представлены, которые помогают нам соприкоснуться с эпохой, почувствовать себя, бойцом, кто хочет дикой дивизии, кто хочет Красной армии, здесь кто хочет армии Нажмудина Гацинского, пулеметы представлены, артефакты, которые помогают погрузиться в эпоху и представить реальность, потому что ни картина, конечно, ни видео, ни фото, может быть, в большей степени, не создают того эффекта, который создает реальный экспонат, который здесь может быть. В этом плане я просто как посетитель этой экспозиции, как историк, хотел бы выразить благодарность организаторам. Я здесь в стенах Национального музея это происходит, но здесь представлены экспонаты и Государственного архива, и Музея изобразительных искусств. Я бы хотел отметить важный момент, насколько оживилась культурная, музейная жизнь в республике в последние годы. Иногда даже устаешь ходить на новые экспозиции, которые открываются. Я, конечно, хотел бы своих коллег поблагодарить, поздравить с тем, что у них есть такие коллективы, которые могут такие замечательные экспозиции проводить. И хотел бы, чтобы эта высокая планка, поставленная вами всеми и в Музее изобразительных искусств, и в Национальном музее, чтобы она держалась, и такие же содержательные, богатые, творческие и
профессиональные экспозиции, выставки вы нам готовили и радовали, значит, профессиональных историков, любителей истории и вообще посетителей музеев. Вам всем спасибо большое. Ну, с вашего разрешения я тоже два слова скажу о самой выставке. Да? Значит, выставка представлена экспонатами Национального музея Республики Дагестан, Дагестанского музея изобразительных искусств и Центральным государственным архивом Республики Дагестан. Сейчас я начну, а эстафету передадим Владимиру, директору архива. Выставка, как вот у нас в истории, да, нужны какие-то до события, что происходило, предпосылки, да, исторических событий, и последствия. Вот мы начали этот зал с начала 20 века. Как вы видите, вот это 1905 год, картина Мазуровского «Атака второго дагестанского конного полка» или Ландинго, это русско-японская война. Экспонаты, соответственно, под ней в витрине. Дальше идет Первая мировая война. Вот, в частности, обычно Первую мировую войну и участие в ней дагестанцев представляют как дагестанские конные полки, которые на стороне императорской российской армии участвовали в этой войне. Мы представили Мухаммада Фазиль Пашу, нашего дагестанца из селения Чов, известнейшая личность, который тоже участник Первой мировой войны. Мы посчитали необходимым и его тоже показать. Хотя он и воевал по ту сторону, да, на стороне Османской империи. Но это тоже наш человек, добившийся больших успехов и чинов, и, как говорится, известности. Мы показали его. Реконструкция всадника второго дагестанского конного полка, который входил в знаменитую, всем известную дикую дивизию. Это коричневая черкеска, красные погоны, красный башлык и его, значит, оружие, вооружение и так далее. Несколько участников, знаете, хотя и большие залы, и большие стены, да, но все равно все не поместить, потому что настолько насыщенная история, настолько богатая дагестанская история именно в этот период, что просто не хватало места даже. Участники Первой мировой войны и, наконец, 17-й год. Вы посмотрите на эту витрину, это последний военный губернатор Дагестанской области Владимир Викторович Ермолов, который был начальником здесь всего около 3 месяцев. И вот в 17 году пришла весть из Петрограда о том, что совершилась февральская революция. В Дагестане ее восприняли очень спокойно, потому что не знали об этом. Да? И эта телеграмма, которая пришла в Темирхан-Шуру, она была спрятана, чтобы, как говорится, не будоражить население. Но, соответственно, через некоторое время все-таки узнали об этом. То есть вот телефон, вот видите, телеграф, фотоаппарат, вот эти газетные листовки и так далее, вот это все начали освещать в духе того времени. Вот. Переходим сюда. Здесь, опять-таки, мы хотели сделать экспозицию без всякой идеологии. Насколько нам удалось, я не знаю, судить зрителям. И показать, что в 17 году не было никаких большевиков в Дагестане, а были люди, которые хотели построить свое национальное государство. Конечно, что-то получилось, что-то не получилось. Это создание временного дагестанского исполкома, это проведение нескольких съездов русских народов. В частности, редкая фотография, которая мелькает часто там. Но мы почему говорят, это 17-й год. Во Владикавказе второй съезд горских народов, в котором принимали участие дагестанцы. Тубаев Темирханов, Мухдех Тарховский, Махач Дахадаев, Адилжей Даидбеков и так далее, и так далее. Опять-таки здесь мы поместили несколько фигур того времени. Это мэр города Темирхан-Шуры, Далгат, Буйнарский, Апашев, Гайдар Хамад. Опять-таки всех, кто-то может сказать, а почему этого нет? Почему? Просто места нет, понимаете? Настолько было много интересных людей, что мы просто вот выборочно дали вот эти портреты. Здесь уникальные документы. Устав Лига Единения горцев, протокол Дагестанского исполкома, конверты, переписка с первым президентом Горской республики Тапо Чермоевым и так далее. Дагестанский конный полк, офицерский состав, 17 год. То есть война закончилась в 18 году, поэтому многие офицеры, в частности Мухтар Татовский, были вовлечены в эту политическую жизнь, в частности в Темирхан-Шуре, вообще по Дагестану. Дальше идут уникальные, на наш взгляд, плакат верхний, посмотрите, да, это агитация
поступать в воинские части. Акварель художника Юнуса Лао, бой у Аякака. Опять-таки, посмотрите, события, которые были в Дагестане в 17-18 году, это такой вихрь, такой водоворот политических событий. Вот посмотрите, действия социалистической группы во главе с Тахмасовым, это Горская республика, это Дагестанский исполком, это Милли комитет, это религиозные лидеры, которые хотели вокруг себя сплотить и мыслили создание своего государства именно с точки зрения, с позиции шариата ислама. Это турки, которые прибыли сюда выгонять армию Бичурахова. Это Бичурахов, как говорится, агент Великобритании. Это генерал Деникин, который прибыл сюда и который не признал Горскую республику, а именно за единую и неделимую, под лозунгом «Единая неделимая Россия» и так далее, тоже представляет. Это реконструкция флага Горской республики. Автор этой композиции наш известный художник Халилбек Мусаясов. Хочу вам сказать, что оригинал флага Горской республики находится в надежных руках, он в Париже. А мы воссоздали по оригиналу вот эту копию флаг Горской республики. Ну и наконец, вот 17-18 года, это монеты, вернее деньги Узур-Хаджи, который печатался в Эмирате. Это дипломатический паспорт Горской республики, это письмо Шуленбурга, представителя Германской империи на Кавказе Гайдару Бамату. Понимаете, какие... То есть я призываю к тому, чтобы не замыкаться в дагестанской истории внутри, а Дагестан был вовлечен вообще в международную политику. Вот в чем дело. Вот это всегда надо подчеркивать, что и отказываться от этой аульской истории. А то, что наши лидеры, наши личности, неважно, красный, белый или зеленый, они были вовлечены в эту международную политику. Вот где интерес. Представлены личные вещи наших известных деятелей, это Тахмасова, Тахакути, Махача Тахадаева. В частности, вот этот гармонь, посмотрите, оригинальный экспонат, который, насколько я знаю, по-моему, очень редко представлялся в экспозиции. Касса, где уголок, посвященный Магомед Мирза Мавраеву, первопечатник Дагестана. То есть вот так мы хотели минимальными средствами, потому что, как я уже сказал, помещения не хватает, даже такое большое, показать вот это 17-18 года. И, конечно же, что было после, это 20-е, 21-е года, 22-е года. Следующий зал представлен полностью Центральным государственным архивом Республики Дагестан, где, если кто внимательно просмотрит все эти интервью, очень интересный документ есть. Это и бумажные документы, то есть это письма, отношения, фотографии, личные вещи, ордена, медали и тому подобное. Очень интересные документы. Поэтому эстафету я передаю Ольге Владимировне, директору Центрального государственного архива Республики Дагестан, которая скажет. Мне, конечно, было легче говорить о том, что мы представляли, если бы мы находились непосредственно в нашем зале. Вопреки нашим традициям мы не стали давать название нашей выставки. Почему? Потому что, наверное, чтобы не давать никакой оценки событиям, происходящим в то время. Идут жаркие споры, что было бы, если бы не было революции, что как жили люди тогда. И сегодня тоже у нас не раз этот вопрос вставал. Мы решили сделать выставку просто констатация факта, не давая никаких оценок. И начало, наверное, вот с двух вот этих главных витрин основных, это что-то, вот как сказал Кутамурат, это что-то водоворот истории. Шляпки, бальные платья, камзолы, мундиры, и тут же косынки, похороны. Опять-таки здесь есть и рабочие фабрики. Мы не знаем, то есть оценку могли бы дать только те люди, которые жили в это время. Именно участники этих событий. Было ли хорошо потом, скажем, тем людям, кто ходил сначала в шляпках, что с ними стало потом? Кем были эти люди, которые изображены на фотографиях рабочие начали с 20-го года? Мы этого не знаем, и поэтому вот сейчас вот
стали. Дальше вот мы представили в этой витрине, это люди, которые, в принципе, делали эту историю. Очень первые люди, которые у всех на устах, всем известны. Единственное, что мы в честь юбилея Джамалудина Таркмасова сделали небольшой акцент именно на его личности. Фотографий с его участием там представлено довольно-таки много. И, наверное, заведомо мы не стали представлять никаких основных документов того времени. Единственное, что там один из документов с оригинальными подписями. Обратите внимание, пожалуйста, очень интересно. Есть и белые, есть и красные. Вот та витрина, это белогвардейцы. Есть некоторые документы того времени. С основными лицами наравне делали историю люди, которые оставались в тени. Вот витрина. Две витрины, без которых, в принципе, не было бы этой истории. Это и красные партизаны. Не могли мы обойти стороной Магомеда Куцнаева, человека, который отогнал состав, начиненный взрывчаткой, который оставили деникинцы у Петровска, когда выступали. И, естественно, люди в это время... Я извиняюсь, мне немножко трудно говорить. Вот, да. Ажимурат. Естественно, да, и еще одно. Вот мы также не могли оставить Оскара Лещинского. Здесь было предсмертное письмо. Мы адаптировали этот текст, письмо подлинник, фототипия это копия, и подлинник письма Оскара Лещинского. Мы тоже не даем оценку ни его подвигу, ни его жизни и смерти. Единственное, что из этого предсмертного письма мы видим, что человек 28 лет, имеет 2 детей, и сообщает, кому сообщить о его смерти, то есть он перечисляет всех, кому необходимо было бы сообщить об этом. Тоже очень как-то, наверное, трогательно в данный момент. И еще люди, обычные люди, это мы с вами, жили, любили, выходили замуж, женились, работали. И вот последний из стендов, очень моя любимая фотография, Шкартинская средняя школа. Вот она там светлая. Да, это детки, которые учились в это время, на их светлые лица посмотреть. И это ученики нашего известного краеведа Августина Петровича Скраба. Кстати, вот эта полочка, она посвящена, в принципе, в основном это его деятельности. Латыш приехал к нам в Дагестан, остался верен своей профессии и после революции. Вот там представлен, это тоже оригинал этого гербария. Он собирал сам, обучал детей по вот этому альбому основных видов растительности. Также об участии в выставках того времени, в международных выставках участвовали дагестанцы. И, естественно, вот мне очень нравится вот эта фотография, там сверху в левом углу, очень жизнерадостно. Фотограф приехал в Дагестан, в Высокогорье, когда-либо еще их увидели. Мужчина с мальчиком-мордиком. Внизу тоже очень такие интересные, яркие фотографии. Это когда делегатов съезда, который состоялся в Баку, приветствовали в нашем Дербенте. Очень эмоционально, очень красиво, угощает виноградом, такой колоритный таз. Фотографии — это просто жизнь наших дагестанцев. Вот так мы решили представить эту выставку. Дальше уже повнимательнее посмотреть, оценить эти события. Наверное, это дело уже... Наверное, это просто отношение каждого из нас, да, к этой истории. А мы лишь констатируем факты. Наверное, все. Спасибо. И в завершение слово предоставим директору Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Расуловне, чьи работы тоже представлены в нашей выставке. Дорогие коллеги, хочу поздравить всех с открытием прекрасной выставки. Совместно участвовали и наш музей, наш государственный архив. Хочу сказать,
что очень рада тому, что наш исторический музей действительно стал работать как настоящий исторический музей, чему мы так нужны, что появляются выставки, включающие в себя большое количество исторических материалов, что эти выставки сопровождены научной аннотацией. Сейчас нам просто рассказал, но такая подробная экспликация, что все. Действительно, большинство из нас, кто учился все-таки по советскому источникам, где в такой теме, как революция, был вполне определенный, так сказать, стиль подачи, а уже историю Дагестана в эти годы мы действительно практически не знаем, за исключением тех, кто сами не хочет занять самообразованием. Поэтому, мне кажется, перед историческим нашим национальным музеем стоят определенные задачи доступной такой форме давать людям, и даже и взрослым людям, не говоря уже о детях, возможность узнать нашу историю. И такое мое пожелание, хотелось бы, чтобы на этой выставке все-таки вы изыскали возможность издать каталог, издать буклет. Это хороший материал и хорошего уровня специалист. Это не важно, что в этом году не успеется, хотя бы в следующем году, что такой буклет вышел. Это был буклетный каталог, но это очень нужное издание. И наш музей дал экспонаты, я вижу, что все-таки очень малая часть того, что недавно выставлено, и понимаю, очень нужно, действительно, это мало места для такого. Я надеюсь, что все-таки в научном издании этот материал будет. Да, это очень нужная работа, поздравляю вас. И взгляд со стороны Эльмиры Муртазалиевны, два слова, впечатление. На этом впечатление-то есть. Я слышала о том, что такая выставка готовится. И я очень рада, что выставка получилась очень интересная. Представлены разные политические силы, которые участвуют в этих событиях, столетия которых мы отмечаем. И тут действительно, вот Хажимурат говорила о том, что надо объективно изучать. Вот я надеюсь, что нынешнее поколение, молодое поколение наших историков, академических, вузовских, приложит все усилия, чтобы все стороны этого процесса, не только так, как было в советское время, одна сторона была представлена, но все они были представлены. И надеюсь, что наш драгоценный архив, который мы очень любим и уважаем, предоставит нам материалы. Самый лучший в Российской Федерации. Кто не спорит. Вот, так что я надеюсь, что мы будем изучать и успешно изучать события, 100 лет которых мы отмечаем сегодня. Всех поздравляю с праздником. Спасибо. У меня просьба, если у нас лежит книга о предложении, если кто хочет оставить свои записи, я была бы очень благодарна, потому что эти книги тоже храним вечно. Для всех посетителей там 2 книги от Национального музея и Государственного архива. Спасибо всем, приятного времяпровождения.